Изучаю казахский по упаковкам. А я в последние дни иногда читаю упаковки по-казахски каптамалар продуктов питания на казахском языке. Интересное такое занятие. К сожалению, иногда пишут мелким шрифтом. Но если все понял и записал, то можно сэкономить время в гугле. Итак, вот некоторые занятные наблюдения. Хотя что-то пришлось и прогуглить. Например, срок годности это жарамдылык мерзімі. Жарамдылык – годность. Мерзім – период. Дата изготовления – өндірілген күн. От слова өндіріс – производство. Условия хранения – это сақтау шарттары. Состав – это құрам. Соответственно, құрау – это составить. Переходим к питательным веществам. Углеводы – это көмір-сулар, что легко запомнить, зная слова көмір, уголь и су – вода. Углерод – основной элемент в органической химии, соответственно, переводится как көміртегі, от слов көмір, уголь и тек – происхождение. Водород как сутегі, от слов су – вода и тек – происхождение. А углеводороды, наша основная статья экспорта – это көмір-сутектер. Белки – это акуэздар от слова ак, как и в русском языке белок от слова белый. Жиры – майлар. Помним, что масло май состоит в основном из жира. Витамины – дәрумендер. Энергетическая ценность переводится как энергетикалық құндылығы. Минералы так и будут – минерал-дар. Кислоты – это қышқылдар от слова қышқыл – кислый. Регулятор кислотности – қышқылдықты реттеуші. Слово консервант не переводится, так и будет консервант. Подсластитель – это тәттілендіргіш от слова тәтті – сладкий. Краситель – это бояғыш от слова бояу – краска. Стабилизатор – это тұрақтандырғыш от слова тұру – стоять. Ароматизатор – это хош-иістендіргіш от слова хош-иіс – аромат. А теперь про приготовление. Рекомендуемый способ приготовления – это осынылатын дайындау или әзірлеу тәсілі от слова осыну – рекомендации, әзір – готовый. Пакетик, например, чайный – это қалта. Добавлять что-то по вкусу переводится как дәміне қарай салу. Кипяченый по-казахски – это қайнатылған. Залить, налить – это құю. Перемешать араластыру, от слова аралас – смешанный. Чашка или пиала переводится как тостаган, кесе или шына-аяк. Последнее можно запомнить, проведя ассоциацию между блюдцем под чашкой и ногой. Сковородка – это таба. Миска переводится как табак или тегене. Блюдце – это табакша. Тарелка – тарельке. Кастрюля – это кастрюль. Вилка – это шанышқы. А слова раздвоенный или колючий переводятся как шанышқылы. Вилкой накалывают продукты. Ложка – это касык. Столовая ложка – это ас-касык. Помним слово асхана – столовая. А чайная ложка – это шай-касык. Я остановлюсь на сегодня, дабы не перегружать читателей большим количеством слов, которые и так можно посмотреть в словаре. Но мне очень интересно находить однокоренные слова, которые облегчают запоминание, и потом искать другие слова по теме. Это доказывает, что изучение казахского языка можно сделать занимательным.